Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В минувшие выходные глава администрации Виталий Михайлов принял участие в праздновании окончания весенне-полевых работ Агадуй-2019. Массовые гуляния прошли на стадионе «Урожай», рассказывает Ирина Константинова. Традиционный праздник песни, труда и спорта Агадуй-2019, посвященный Году театра в России и 120-летию поэта-земляка Михаила Сеспеля, собрал большое количество отдыхающих. Он был наполнен театрализованными представлениями, выставками, спортивными состязаниями, аттракционами. По традиции в этот день чествуют тружеников агропромышленного комплекса, отличившихся высокими показателями в производстве. Сегодня было вручено более 70 грамот и благодарностей. В адрес аграриев был направлен поздравительный адрес от главы Чувашии. Его зачитал министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Виталий Михайлов отметил, что два муниципалитета, город и район, на протяжении многих лет трудятся в тандеме, и поздравил жителей с этим праздником. В течение дня жители и гости района смогли по-настоящему насладиться солнечной погодой. Богата была и развлекательная программа. Сельские поселения и в Канашском районе 24 удивляли постановками на тему традиционных праздников. Демонстрация ретро-автомобилей также вызвала большой интерес. Особенно было много желающих полетать на воздушном шаре. Конные скачки собрали любителей активного спорта. Праздник длился до поздней ночи. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. 8 июня социальные работники отметили свой профессиональный праздник. В городе нуждающимся людям помогает Центр социального обслуживания населения. Праздник провели в музыкальной школе. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, удачи, успехов, оптимизма, теплоты, упорства. Все, что нужно, что необходимо людям, которые нуждаются в нашей помощи. Поэтому семейного счастья, добра, чтобы с хорошим настроением мы приходили на работу и с таким же хорошим настроением возвращались домой. Счастья, здоровья и еще раз удачи вам. За безупречную и эффективную работу, инициативность, ответственность к своему труду специалисты Центра были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от имени Министерства труда и социальной защиты Чувашии и Чувашской республиканской организации профсоюза. Поздравлений и теплых слов сказано много. В эту сферу не попадают случайные люди. Все они умеют сострадать, поддержать и понять тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главы администрации города Виталия Михайлова, от всей администрации теплые поздравления с вашим профессиональным праздником, Днем социального работника. Вы действительно выбрали самую нужную и нелегкую профессию – оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается. От вашей компетентности, профессионализма, от высоких ваших личностных качеств зависит качество жизни тысяч и тысяч наших горожан. Их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне. Поэтому сегодня, в преддверии профессионального вашего праздника, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что за ваше доброе сердце, за то, что вы открыты людям, за то, что у вас чужого горя не бывает, за то, что вы всегда воспринимаете проблемы знакомых и незнакомых людей как свои собственные. Завершающее слово произнесла директор Центра социального обслуживания населения Марина Никитина. От нашего каждодневного, кропотливого труда, от наших 7 услуг социальных, начиная с социальных бытовых и заканчивая не социальным услугой, а социальным сопровождением, зависит самочувствие населения города Канаша и Канашского района. За год мы обслуживаем более 9600 наших граждан пожилого возраста, инвалидов и наших семей, которые нуждаются в этом. И хочу заверить вас и передать главный город Канашского района, что мы будем продолжать в этом же духе, что у нас семьи не будут без внимания нуждающихся, а пожилых будем продлевать жизнь и ухаживать за ними. Отличившимся были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Центра. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева. Музыкальная школа.
Горсть памяти. В Канаше состоялась патриотическая акция в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие приняли военный комиссар Юрий Барышов, заместитель главы администрации Валентина Дмитриева и волонтеры Победы. Мины грохнулись и завыли, чернозем вскопало, горсть земли, в огонь и взрыв, около упал. Я залег на новый вал, за стволы лесные, горсть земли поцеловал, в очи земляные. Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть земли» проходит в городах России впервые. Акция подразумевает передачу земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях. Земля будет передана в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил в Москве. Его строительство завершится к 9 мая 2020 года. И где же нет болезни печаль, не воздыхание, о жизнь бесконечная. Достойный вклад в общую борьбу советских народов за свободу, честь и независимость отчизны внесли и канашцы. 3 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза: Петр Бухтулов, Иван Кабалин и Иван Федоров. Значительный вклад внесли медицинские работники города. На кладбище находится 11 братских могил, в которых покоятся 377 воинов, умерших от ран в эвако-госпиталях. Со всех могил взяли горсть земли для отправки в Москву. Мы должны сохранить память и передать новым поколениям о тех героях, которые сражались с фашизмом, которые отстояли свободу и независимость нашей страны, нашей Родины. Ребята, все, кто сегодня присоединился к акции, огромное спасибо за то, что вы помните. И те воины, которые покоятся на городском кладбище, 377 воинов на наших братских могилах. И вот горсть памяти, которую мы сегодня вложили в этот солдатский кисет, уйдет в Москву, на территорию главного храма Вооруженных сил. И о них будут помнить вместе с нами, молиться о них. И пока мы помним, страшное не повторится. Министерством обороны Российской Федерации сейчас много делается по увековечиванию памяти военнослужащих. К примеру, 3343 фотографии мы уже представили Министерству обороны Российской Федерации за город Канаш, Канашского и Янтиковского района. Хотелось бы, пользуясь возможностью, обратиться к населению города Канаш, Канашского района, да и кто это нас будет видеть, представить фотографии своих дедов, отцов, кто воевал, кто, к сожалению, пропал без вести, кто ныне живущий, участников Великой Отечественной войны, военные комиссариаты территориально. В акции принимали участие воины-интернационалисты. Все воины живы, пока мы их помним. А будущему поколению хочется пожелать, чтобы они защищали нашу страну так же, как и наши отцы, деды. Помолились о наших усопших воинах, которые, не щадя своего живота, своей жизни, положили свою жизнь, чтобы у нас было счастливое настоящее и счастливое будущее. И пожелали им вечной памяти. Далее делегация с этой же миссией направилась в деревню Кушнарой Канашского района. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, городское кладбище. Более 100 молодых спортсменов Чувашии, Ульяновской области, Республик Мордовия, Коми встретились на борцовском ковре ДЮСШ «Локомотив». 4-й республиканский турнир на призы Центрального духовного управления мусульман России собрал лучших из лучших. Турнир сегодня запомнится не только победами борцов, но и присутствием именитых гостей. На церемонии открытия всех собравшихся в зале поприветствовали Герой России, генерал-лейтенант авиации, руководитель Федерации спортивной борьбы Чувашской республики Николай Гаврилов, серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе, мастер спорта СССР международного класса Иван Григорьев. На правах хозяев соревнований собравшихся поприветствовал глава администрации города Виталий Михайлов. Представители духовенства протоиерей Александр Ермолаев
и имам города Канаша Наиль Хазрат Галюддинов отметили, что для занятия спортом не должно существовать преград, а принадлежность спортсмена к какой-либо конфессии должно придавать большее стремление для достижения спортивных высот. Я вас всех рад приветствовать, и мы сегодня собрались как одна огромная семья. Ведь Господь, завершающий в своем Писании, сказал: «Я создал вас разными народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга, любили друг друга и соревновались только в добре». Я всем вам, участникам, желаю не только сил физического здоровья, но и духовного здоровья. Ведь здорового человека, который слушается своих родителей, своих тренеров, своих соратников. В рамках церемонии открытия соревнования удостоверение и значок «Мастер спорта России» было вручено Константину Иванову. Поддержать юных спортсменов пришли и родители, а борцы постарались показать все свое мастерство, силу и выносливость. Все призеры и победители были награждены медалями и грамотами. Также об участии в соревновании у ребят остались памятные значки и спортивные рюкзаки с символикой города Канаша и с надписью «Канаш. Родина спортивных талантов». Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.